Абзира шәымаз ҳаҭырсқәа телехәаԥшцәа аԥсуа телехәаԥшра каналаҿы шәара шәахәаԥшуеит адырраҭара акредит ахархәашьа. Иахьа ҳара ҳааины ҳаҟоуп ақыҭа Ӡыгәҭа. Араҟа ауп аусҭкылаҩ Ерик Сабикиа инхамҩа ахьыҟоу. Иара аҳәынҭқарра аҟынтәи иигаз акредит абзоурала араҟа еиҭеиҳаит амандарина, аџьықәреи, акарпыжә, араса. Ҩымыз хымз рышьҭахь игәы иҭоуп аԥсаатә ааӡарҭа аферма аргылара. Шәааи игәаҳҭап уи илиршаз. Аусҭкылаҩ Ерик Сабикиа акыр шықәса ҵуеит ихатә ус даҿуижьҭеи данқәыԥшыз инаркны аџьабаа дацәшәомызт, еснагь аус иуан. Абизнес иадҳәало иусқәа маншәаланы ишцогьы иара иҭахын иҿыцу акы далагарц. Убри аҟнытә игәы иҭеикит ақыҭанхамҩа иадҳәало аус далагарц. Иахәҭаз ақьаадқәа еиқәыршәаны иҩит абизнес проект, иҽалаирхәит абизнес маҷ ацхыраара аҭараз аҳәынҭқарра имҩаԥнаго апрограмма. Кредит ҳасабла ирҭеит хмиллионк аԥара. Аҟәа араион иаҵанакуа Ӡыгәҭа ақыҭаҿы игеит адгьыл. Араҟа аусурақәа данрылагоз ауаҩы дааиуа иҟаӡамызт. Арҭ адгьылқәа абна рхыҵәан иҟан. Аџьабаа акыр адибалеит, абар иара ихатә ҭыхымҭақәа. Ҳҭыхра гәуп Март мзазы иаҭаахьан Ерик Сабикиа инхамҩа. Усҟан еиҳарак дызҿыз аанда алашара, аӡы анагара ракәын. Еиҭеиҳахьан амандарина ашьапқәа, аха иахьазы иусқәа инарҭбааны дрылацәажәартә еиԥш алшара ыҟоуп. Аиҭаҳатәқәа еиҭаҳауп, иаанхаз алҵшәа азыԥшра ауп. Основная сумма денег ушла на ограждение территории. Здесь порядка 15 гектаров. Значит, ограждение забрало основную часть денег, другая часть денег ушла на саженцы, на обработку, на покупку техники и всего остального. В общем, эти деньги, в принципе, все израсходованы, но я своими силами дальше продолжаю, потому что за всем надо ухаживать, нанимаю людей, местных жителей, как бы даю им работу тоже, чтобы они могли заработать, и вот ухаживаем за посадками. Значит, на 3 года, да, вы взяли? Кредит на 3 года взял, да. Значит, здесь уже что проделано, помимо ограждения, это вот 5 гектаров, вот где мы стоим, поле, посажены мандарины, ранний сорт, 4200 корней где-то. Хурму посадил, так по периметру где-то 150 корней. Значит, вот с той стороны у нас кукурузу, так посадил несколько гектаров, чтобы там в дальнейшем, может, будет ферма, птицеферма, чтобы был корм для птиц. Значит, и посажено около 5 гектаров ореха, фундука. В общем, в принципе, все деньги потрачены вот на вот то, что я все перечислил. Ну, дальше продолжаю своими силами, что-то своими деньгами поддерживаю вот то, что сделано. А почему вы решили именно вот, ну, выгодно, допустим, мандарины? Почему именно мандарин? Ну, вообще наш регион, как бы, мандарин распространен у нас, потому что там ни по Краснодару нигде нету. Эта культура, именно как раз наш климат подходит для выращивания мандарин. И как раз будем импортозамещать там турецкие или там какие-то еще заграничные мандарины. Все ориентировано, в принципе, на российский рынок. Урожай первый планируем через 3 года как раз. Первый урожай, как бы, раньше он не будет, где-то через 3 года он начнет давать потихоньку и с каждым годом должен наращивать объемы.
А лечение? Лечение, Какие угрозы? Вот, ну, в первый год его лечить не надо, я только вот в конце прошлого года его посадил. На следующий год уже надо лечить. А так удобрения дали, известь дали, потому что земля кислая здесь немного, и чтобы ее кислотность уменьшить, мы дали известь. Дали навоз, селитру немножко, чтобы оно начало побыстрее расти. Ну, как бы так, особых проблем нету. А заморозки вот не помешали вам? Ну, немножко помешали, немного. Так не погибло. Вот из 4200 корней погибло штук 30 всего. 30 корней всего. Это вообще как бы потери незначительные. Это мы по осени его досадим опять. Как бы проблем особых нету. Перед посадкой мы поехали, взяли почву на анализы, сдали в лабораторию в Бахмаране. Нам сказали, в принципе, сколько и чего нужно добавить в землю именно под мандарин, чтобы как бы растение получало все питательные вещества. У нас это все заключение есть, мы как бы придерживаемся его. И вот здесь местный парень, который работает, как бы он тоже за этим смотрит. Люди, которые уже имеют опыт в этом деле, они как бы смотрят, подсказывают. Ну, говорят, что все нормально, что все прижилось и должно вырасти. Сложности с сорняками, потому что химия его не убрать, пока саженцы маленькие. Это приходится там в год 2-3 раза всю землю перепахать, почистить. Опять вот недавно чистили, вот месяц назад, наверное, через месяц, через 2 опять нужно будет повторить процедуру. Но особых сложностей нету. Сложности только в деньгах, как всегда, и время. Просто нужно ждать, пока это все вырастет. Аусткылы Вицбет арақ эйтэй харцей випшымақ квайзбан заракыл шпабзеунам тырги иги бзе харал шуйди худера илайцазыги рғынби сында акарпыжа чавира бзе хапхадак кухвит. Вот, значит, вот здесь посажена кукуруза. Для дальнейшего нужна будет для корма птицы. Планируется разведение птицы. И вот то, что будет урожай, я думаю, хватит для корма птицам. Вот это вот все поле, все кукуруза. Здесь 2 гектара где-то с лишним, 2,5 гектара кукурузы. Должно хватить, пока если не хватит, будем докупать уже. А когда вы собираетесь птицеферму запускать? Ну вот, здание, в принципе, почищено, готово, надо перекрыть крышу и начать там обустройство и завозить цыплят. И будем начинать, ну, в ближайшие там 2-3 месяца, наверное. Мызква крыштах Ериксабики инхамиджи яиртует апсаат баадзартат ферма. Убрияку кына ау бихараги кредит паразигаз вожу хабрар галарадачуб уяштах апсаат баадзаразы ятаху зигира хорадалагуит. Именно устройство здания. Инкубатор не такой дорогой. В принципе, яйца тоже не так уж дорого. Это все. Все вполне реально. Надо заниматься. Всем надо заниматься. Ну тогда здесь у вас должны быть постоянно люди, которые будут за птицами. Ну да, вот поэтому планируется сейчас восстанавливать вот этот дом, хотя бы как-то сделать, чтобы какие-то минимальные условия были для работников, чтобы они оставались. Да. Чтобы они ухаживали за птицей. А будут работать у вас местные? Все местные будут, да. А сколько местные. сейчас работают? Ну, я их привлекаю по мере надобности. 5-10 человек. Как бы в работниках проблем никаких нет. Они сами, по-моему, к вам приходят? Они сами приходят и, наоборот, мне что-то советуют, что-то предлагают, там, что-то посадить. Как бы вот я их тоже прислушиваюсь, так как у них опыта побольше в этом деле, и как бы так и дружим с ними. Вот это вот все поле, в принципе, оно в арбузах еще. Пока позволяет высота ореха позволяет, мы вот решили посадить арбузы, так как у него быстро растет. Хотим получить какую-то прибыль дальше для развития нашего предприятия. Нет, они что, через месяца 2 мы уже, наверное, планируем собрать урожай, как бы, и все заново придется все перепахать, чтобы избавиться от сорняка. И потом будем дальше сажать орех. Сколько орехов? Ореха здесь 2200 корней ореха. И вот здесь и вот здесь вот небольшой кусок. Вот.
И дальше вот будем продолжать чистить вот туда, в ту сторону, вот это весь лес корчевать. И дальше будем сажать то же самое, орех. Наверное, в основном уже орех. Почему орех? Потому что он не такой Он капризный. менее прихотливый, да, менее прихотливый, за ним нужен минимальный уход. Ну, как бы мороза не боится, поэтому как бы основной упор будет на орех. Ну вот это новый побег уже, вот пошел новый побег. Когда он начнет давать? Ну, тоже года через 3. Года через 3. То же самое, да. К тому времени истечет Срок кредит. погашения кредита, но кредит будем закрывать за счет других средств. Сейчас это если бы даже кредит мне не одобрили бы, я бы как бы все равно бы занялся бы этим делом, но это просто все меня оттянуло бы, так как оно вырастает и так через 3 года, это просто бы продлило вот это вот посадки, все виды работ, а так, пока оно себе растет потихоньку, я буду потихоньку платить кредит. Ну а для земля здесь благоприятная вот для ореха? Орех неприхотлив. Вообще что больше подходит? Орех неприхотлив, здесь в принципе земля нормальная, все растет. Вот если арбуз растет, орех растет, мандарин растет, все растет. Все овощи, фрукты, все. Раньше здесь вот колхозные поля были, вот здесь были грушевые сады, но они все испортились уже. Ну, надо как-то их возобновлять обратно. А ничего не осталось вот с Там пару деревьев осталось, но они уже очень старые, и урожай они уже практически не дают. Им там по 50 лет, по 60 лет. С продажами проблем нету. Мы так мониторили рынок, как бы узнавали, как бы проблем никаких нету. С реализацией. А остальное все на вывоз, на экспорт. Орех, мандарин на экспорт. Я приобрел, 2 трактора. Естественно, вся техника старая, потому что новая техника стоит очень дорого. Купил 2 трактора. Вот один из них, это вот он уже после работы такой немножко уставший, после корчевки вот всей этой территории. Вот к нему навесное оборудование, плуг, борон. Второй трактор стоит там в другом месте, к нему тоже куплено все навесное оборудование. Просто все старое, все ломается, как-то ремонтируем, как-то справляемся. Ну, зато у вас своя техника. Да, можно было не приобрести, а как-то так можно нанимать? Было, конечно, нанимать, но это вышло бы в итоге дороже. Так, когда есть своя техника, нет, не надо никого ждать. Как по необходимости мы заводим свою технику и продолжаем работать. А работают на ней кто? Местные? Тоже местные люди работают, да, вот здесь недалеко живут, старые, которые раньше в советское время еще работали на этих тракторах, вот они работают. Конечно, если была бы новая какая-то импортная техника, все было бы веселее, но, к сожалению, таких денег нет. А если кто-нибудь у вас попросит в аренду технику дать? Я отдаю людям, идем навстречу, просят они, чтобы мы им там спахали что-то. Естественно, без денег они просто солярку заливают и сами пользуются просто техникой. Никаких прибылей с этого мы не получаем, просто помогаем людям. У вас здесь взаимовыгодные, условия с местными жителями, да, вы договорились? У нас, так как если это можно назвать дружбой, дружба и работа работой. Я им помогаю, они мне помогают. Ну вы здесь, насколько я вижу, вон и свет провели, да? Да, мы провели свет, осталось только подключить трансформатор. Трансформатор тоже мы купили, разрешение мы получили с Черноморэнерго. Осталось дело за малым, просто подключить нужно. И, помимо света провели еще воду. Где-то около километра от трубы мы протянули воду, потому что здесь поблизости нигде воды нету. Пришлось оттуда аж сверху тянуть воду сюда. Есть колодец у нас резервный, если вдруг воды нет, то мы пользуемся колодцем. Но все эти блага вы создаете для будущей птицефермы? Можно сказать и так, и не только для птицефермы, а вообще для всего предприятия. В принципе, планируется все это расширять, только расширять. Потому что уже заднего хода у нас нет, у нас только дорога вперед. Мы постараемся, насколько это возможно. Может, государство еще как-то поможет чем-то, кредитом или еще чем-то. Будем продолжать
в том же русле. Араион напхкар ражақәа рыла ари ақыҭаҿы аҟаҵара иалагаз аус дкылаҩ Ерик Сабики изаҵәык иоуп. Дара даарц ирҭахын агәаҳәара еилшара измоу зегьы аӡәгьы ихы иаимырхәо адгьылқәа ирықәаарахар. Ус еиԥш иҟоу дыҟазар, дара изларылшо алацхыраара ирҭалон. Ну, конечно, инициатива прекрасная. Мы рады, что появился человек, который решил заняться сельским хозяйством в данном селе. Это на первых этапах, конечно же, сложно, и в дальнейшем, может быть, будет легче, но при этом дает возможность местному населению, они трудоустроены хотя бы на какой-то период времени, когда происходят определенные работы, касающиеся необходимости возникающие. И тут проведена, конечно, колоссальная работа. Деньги, которые были взяты в кредит у государства, они, как мы видим, использованы по цели. В дальнейшем ожидается, планируется расширение данного хозяйства. То есть вот то, что вы видите вокруг, то, что заросло с лесом, ольховником, это будет приведено в надлежащий вид. И надеемся, что к следующему вашему приезду, да, то есть будет показать намного больше. Благодатные земли пропадают, никто их не возделывает. Но это, опять же, знаете, как в первую очередь материальная составляющая здесь самая важная. И потом желание, конечно же, людей заниматься. Не каждый хочет, да, то есть вот сейчас проведены эти работы человеком, и он завтра не получит отдачу. Ему еще долгое время нужно будет вкладывать в это хозяйство, и на прошествии нескольких лет он только сможет увидеть результат своих трудов. А при том, что сельское хозяйство у нас, как знаете, рискованное, да, то есть это и погодные условия, мы не знаем, сложно планировать, то многие люди не хотят с этим связываться, им удобнее каким-то бизнесом там, в летний сезон заняться и живые деньги на руках постоянно иметь, чем связываться с сельским хозяйством. И поэтому хотелось бы, конечно, сказать, вот государственная помощь необходима в этом плане. Но во всем мире сельское хозяйство дотационное, то есть поддержка в какой-то области, она нужна материальным, либо техникой, либо химикатами, удобрениями. Ну, надо пытаться, конечно же, развивать. Будем надеяться, что будущее у нас будет и не только одно такое хозяйство, да, а мы сможем проехаться по Сухумскому району и в каждом селе вам показать действующее не одно хозяйство. Ну, Эрик, можно сказать, пионер, да? Пока. Эрик, да, вот вы знаете, ну, не считая тех посадок, которые были проведены вот по комплексному плану в 2012 году, то есть это у нас в Ачадарах 9 гектаров, и в селе Акапа там свыше 100 гектаров. На сегодняшний день он, можно сказать, пионер. Ҳәҩынҭқарра аҿаԥхьа иқәгылоу ҵақәа рҟынтә зегь реиҳа ихадоуп ақыҭанхамҩа ашьҭыхра. Аӡәы инапы ҳаныԥшымло ажәлар ирфаша, насгьы експорт ҳасабла анҭыҵ иаҳашьҭуа ҳара иааҳарыхуеит ҳажәуа ҳаналагалак, убысҟан ауп ҳаԥсҭазаарагьы анеиӷьхо, аекономикатә хьыԥшымрагьы анҳауа. Аус дкылаҩ араҟа еиҭеиҳаз аҽаҩра макьана дазыԥшым, араса, мандарина хышықәса рышьҭахьоуп аҽаҩра анунаҭо. Ари аамҭа иалагӡаны аԥшәма иигаз акредит иргьежьыроуп. Иара дақәгәыӷуеит иусқәа анаҩсангьы иманшәалахап ҳәа. Аҭырсқәа телехәаԥшцәа абри ауп иахьазы. Есԥшьаша аԥсуа телехәаԥшра аканал аҿы шәахәаԥшла адырраҭара акредит ахархәашьа. Абзиарас анаҩстәи ҳаиқәшәаранӡа.